Зимняя, ребят, традиция. Когда приезжаю, пересекая эту понтонную переправу, я останавливаюсь вот здесь и здороваюсь с вами, прощаюсь со своей деревней, так скажем. Ну, прощаться тоже неправильно, наверное, но кто давно на канале, тот знает, ребят. Но сегодня, ребят, не мотобуксировщик, а мотовездеход. Все та же компания Тафавар. Шикарная техника. Пользуюсь я уже больше 5 лет. Доволен как удав. Октябрь месяц, ребят. 20 какое? Второе сегодня число. Вроде время первый час дня. Выезжаем на рыбалку. До сих пор нет воды, хотя немножко, смотрю, начал подниматься, но все равно, ребят, на верхней точке подняться не могу. Именно на моторе, ну я имею в виду на лодке. Из-за отсутствия воды, вот смотрите, какие острова. Все в этом духе. Ну, продолжаем поиск налима именно на своем мотовездеходчике, маленьком, небольшом. Вот. Это уже третий выезд у меня по счету. Такие дела. Погодка, ребят, замечательная. Плюс 2, плюс 3. На днях стоял минус 2 дня. Ну и все, и минус закончился. В общем, что, какие дела, ребят? Особо далеко, конечно, не уедешь на своем малыше, но все же куда-то можно сгонять. И сегодня, прям, знаете, ребят, вот думаю, куда съездить. Вот, набор 2 раза съездил, ну, уже даже самому неохота туда ехать, потому что, ну, приедается. Охота новые дороги, новые маршруты, новые места. Тем более, все для этого есть, правильно? Почему засиживаться на одном месте? Я понимаю, если ты едешь на избу и ночуешь на избе, у тебя одно место, а здесь у нас мобильность. Я к этому и ушел, чтобы быть мобильным и рыбачить там, где ты захочешь. И, в общем, сегодня, ребят, хочу проверить деревенские пляжи. Это прям, грубо говоря, в самой деревне. Ну, чуть надо отъехать недалеко. Но неважно. Я когда-то там рыбачил очень много времени, так как в свое время не было ни лодки, ни мотоцикла. Ходил пешком, и бывало, что вот ходил недалеко от деревни, занимался донками в школьное еще время. На велосипеде, пешком. Вот. Не был там 1000 лет. Просто хочу посидеть на этих пляжках. А может, возле деревни, ребят, рыбка-то есть? Как вы думаете? Раньше-то она была. Вот как раз сегодня мы и проверим. Так что поехали, ребятки. Куда-нибудь заедем. Дорога есть. Не знаю, в каком состоянии. Не ездил 1000 лет по ней. Вот. Так что попробуем, выскочим. Найдем какую-нибудь полянку. Сядем, поставим палаточку. Ну, в общем, все как полагается. Погнали.
Так, ребят, ну что, на месте. Вот пляжочек. Тоже, смотрю, уже начал зарастать. Он очень огромный был. Здесь раньше и бреднем ходили деревенские. Мы с батей, помню, ходили. Ну, я присутствовал, а дядька с батей, с другом ходили тут как бреднем ночью, помню. Здоровый пляж был. С самого поворота. Вот смотрю, уже там все в кустах и там в кустах осталось-то. Метров 70 максимум. Вот. Ну, так, что-то, знаете, ребят. Думаю, а что нет, заеду, поночую здесь. Деревня-то, в принципе, вон на горе, ребят, видите. Дорога нормальная, небольшие лужи после дождей. Я так понимаю, объезд еще есть. Вон там пару мест таких грязных есть. Тут, естественно, рыбачат. Летом здесь купаются. Вот. Ну, почему бы не попробовать? Мелкий налимчик, я думаю, здесь ползает. А может и крупный. Пробуем. Понятно, очень грязно, ребята. Какие-то дрова, какие-то поролон какой-то. Очень много бутылок. Вот знаете, вот одну кинешь и потом вот начинает кидать. Как будто мусорка, знаете. Вот реально, вот стопка будет, кучка лежать бутылок. И все. И все люди туда бам-бам-бам. Как будто это мусорка. К сожалению, как-то так. Хотя приезжают сюда на машинах. Ну, болезнь, ребят, дошла уже до деревней. Что тут говорить о городах, о мегаполисах. Деревня 300 населения, человек, я имею в виду. И вот все равно будет такое. Ладно. Полка песчаная. Но там травяная такая низина. Наверное, там и поставим палатку. И в целом, наверное, и будем. Ориентир, в принципе, вот, но начало мелеть. На моторе ходил, уже перекат отсюда начинается. Мы немножко уйдем вниз и попробуем там. Отлично. Короче, тут накатано, ребята. Но это, видать, по сезону, когда люди купаться приезжали, что ли. Раньше здесь такого не было. Тут и заезд был хреновый. Все накаталось, все
раскаталась. Да. И получается вдоль берега, что ли, дорога идет. Здесь как пойма. Это все затапливает весной. Вплоть до дороги. Я спустился и тут смотрю, как типа, ну прям такое место ровное. Сюда, наверное, уроню палатку. Здесь и забазируюсь. Знаете, сегодня вот так. Даже я бы сказал просто, ну, возле деревни, как-то, знаете. Хотя здесь, ребята, сзади лес, там есть зверь любой. Рябчики, барсучки, бурундучки, вон бегают. Как бы поселок сам, да, деревня, она в лесу сама находится, так-то, если получается. И вот тут отъезжаешь, вот буквально, да, тут, и уже лес. Так, ну ладно, что. Палисадник, ребят, пойма, лес выше. Опять же воспользуемся мотоциклом, съездим, сушинку какую-нибудь заберем. Не знаю, костер делать, не делать. Можно просто в палаточке сидеть, балдеть. Ну ладно. Короче, сегодня на лайте, ребят, прямо в деревне, грубо говоря, можно сказать. Деревню будет видно ночью, фонари будут светиться. Я обычно, конечно, не люблю в таких местах стоять. Ну, короче, что-то как-то так. Кто давно на канале, может, смотрел ролик, когда я делал навес из пленки. Это как раз это место, ребята, чтобы вы понимали. Вот. Такие дела. Ну, понятно, пешком сюда ходил. Сейчас приехал. Так, ладно, чайку и за дровами. Блин, жарковато в бушлате-то. Погода непонятная. То мороз, то тепло, блин. Искал что-то там. А потом дальше по дороге поехал, ребят. Искать не пришлось. Он упала. 2 даже упала. Ну, заодно дорогу расчищу. Я так понимаю, здесь частенько падает. Вот видите. Вот тут пилили. Расчищали. Да и так по всей дороге очень много завалов. Потому что вот, как я сказал, ребят, пойму вот эту топит. И, соответственно, корневая система очень слабая. Столько пихты, ребята. Это все пихта. И огромный, и маленький. Запах у нее такой прикольный. Мягкая. А так, ребят, здесь очень много сушин. Ну, именно лесоповала. Приезжаем, вон дров столько валяется. Все в пихте, офигеть. Вон, все валяется им. Вон тут, видите, дорогу. Хоп, кто-то распилил. Ладно, погнали. Расчистим дорогу, заодно дров нафигачим. Привезем качественные дрова.
Так, ну что, обычно видите, ребят, как получается. Приходится сначала расставить, разнести все, а потом забрасывать. Ну, дело в том, что на пляж стараюсь не кидать. Вот. Это все-таки песок. Ну, приходится сначала приготовить все, а потом забрасывать. Понятно, если где-то трава была, положил на песочек. Все хорошо. Вот. И что? Не наесть, ребят, закидушки именно с песка. Они прям нужны, потому что кидать здесь приходится очень далеко. Донка, да, допустим. То вот как раз закидушкой это сделать намного удобнее, нежели донкой. Ну, я так образно. Как бы ты хорошо не кидал, с руки закинуть так не получится. Но опять же осенью, ребята. Осень уже конец октября. Рыба должна к берегу идти. Вся крупная. Как хорошо перекат стал просматриваться. Жесть вообще. А раньше ямка была. Но я вот как раз под свал начинаю. Ну, под перекат. Здесь еще 2 бутылки от продольников. Не убранные. Вот видно, вот пузыри идут. Это как раз бутылка. Я думаю, до них не докину я. Ладно, работаем. Так. Червячки присутствуют. Потихонечку, помаленечку кончаются, конечно, но я думаю, на сезон хватит. Полотенце. Руки вытирать, да чё. Рыбалка такая грязноватая, ребят. Все равно в земле, не в земле. Все пишут, Андрюха, купил уже вот эти сигнализаторы, которые показывают поклевку. А тут подбегаю постоянно и не понимаю, какая звенит. Полностью согласен, ребята. Надо взять. Думаю, а что уже? Сезон заканчивается. Хотя, в принципе, батарейки что им будет? Раз, два, три, 4, 5, 6. Такие дела. Так.
Хотел, ребят, немножко рассказать про костюм. Всю осень я его протаскал уже за грибами. Вот. Пару рыбалок уже гонял. Отличный костюмчик. Очень понравился, что мягкий, ребята. Знаете, вот есть флиска вот у меня, но он грубый. Ну, конечно, тоже есть плюс свой, когда какие-то ветки, не так он цепляется, затягивается. Возможно, этот будет затягиваться, когда вот именно занимаешься дровами, сучки, вот это, кусты и так далее. Ну, пока вроде все хорошо. Очень, ребят, зашли молнии. Молнии, они просиликоненные такие, видите. И как бы, не знаю, конечно, в дождь сильно не попадал, но факт в том, что вода туда затекать не будет. Обязательно беру костюмы, когда есть два нагрудных. Это телефон, это камера, что-то типа такого плана. Капюшончик, утяжечки. Вот здесь резиночки. Боковые два кармана, что немаловажно в плане охоты, потому что, вот говорю, он легкий и вообще не шелестит. Какие-то документы там, да, что-то еще положить. Вот. Он флисовый, ребят, но флисочка такая тоненькая, не такая прям, знаете, матерая. Вот на осень самое то. По штанам все то же самое. Два кармана, молния, две получается кнопки, не одна, а две. Тоже немаловажно, что одна, если выйдет из строя, лямки под ремень. Боковые карманы здесь тоже, кстати, очень глубокие, можно что-то положить. Самое главное, ребят, я кайфую от резинок снизу, когда есть резинки. О, опилок сколько. Ну, как бы и в сапог там не надо заворачивать, знаете, в берцы, что-то типа такого. Костюмчик от Ивановской фабрики. Костюм, кстати, называется Беркут. Ребята уже с 2008 года на рынке, я много чего покупал у них. Стоят копейки, ребят. Вот. Понятное дело, что сейчас вещи есть разные квалификации. Но здесь я считаю, что цена-качество. Потому что у меня и прошлый костюм я брал у ребят. Он до сих пор еще живой, летний. Вот эта флисочка новая. Вот. Заказал на Валберес, приехал в деревню. Пожалуйста. В общем, такие дела. Короче, ссылочку оставлю, ребят, кому интересно. Также есть и обувь у них, и детские, и женские одежда. В общем, в плане активного отдыха найдете, мне кажется. Ну и цена, ребята, цена, я считаю, что вообще копейки. Если брать что-то такое более современное, то да. А здесь, как бы, я считаю, ну, вроде и ходят, и недорого. Так что, кому интересно, ребят, ссылку оставлю. Камуфляж я обожаю. Ну и расцветки, конечно, разные. Мне вот расцветочка такая по душе. В общем, все вроде нормально. За осень и за грибами. И как бы что-то еще вроде показал себя отлично. Пилок сколько нахреначил. Елка сучкастая. Сучкастая елка. Елка сучкастая, да.
Вот и потемнело. Даже не заметил. Пять часов. Уже темно, ребята. Елка сучкастая. Трещит она, конечно. Искры. А в печке, когда бывает тоже, ну, всяко бывает, что найдешь, напилишь зимой. Ох, она в печке так гудит. Красота. Так, ладно, пойду перезакину, ребятки. Ну так, уже для своего убеждения, что все в порядке. Ничего не звенело вроде. Так, уже подправлю все. Трава, может, какая уберу. И будем ждать заветный день. Как обычно. Ну, тут ставки, ребят, на минимум вообще. Тут рыбалка детства была. Раньше тут частенько рыбачили. Кто-то похулиганил, ребятки. Мелочушка какая-то. Ну все, сейчас добавляю. Пучки делаю. Нормальные. Будем ждать серьезную рыбалку. Рыбку, говорю. Рыбалку. Рыбалки-то у нас всегда серьезные. Мелочь какая-то походилась. Ну все, братцы, перезабросил. Пожевано местами. Скорее всего, вот как раз елец, наверное, это и все и клевал. Ну, поднасадил, в общем. Прохладненько. Деревня, ребята, зажгли огни Нью-Йорка. Ну как зажгли? 5 фонарей там светится, что там. Все, ребятки. Будем ждать рыбалку. Поклевку, точнее. Рыбалка-то она уже идет. Поклевочку будем ждать. А вдруг возле деревни бонус ходит. Такая. Все сырое. Изморозь такая. Все, давайте. Я вас жду звонка. Вот так вот. Ну вот как-то так, ребята. Ютишься у костра. Ну, кстати, ребят, небольшой совет. Вот елку, да, вот сухую даже. Вот я стараюсь как бы ее не использовать. Вот в плане костра она очень сильно стреляет. И ну, даже вот какие-то вещи, да, вот допустим. Да и сам, когда вот возле костра лежишь, вот бывает, что вот прям искры, угольки прям отлетают. Ну, это прожженные вещи, спальники, пенки, коврики и так далее. Вот. И как бы по возможности лучше найти сосну, сушинку. Она как бы потрескивает, но не так. Елка, она сучкастая сильно, и соответственно очень много вот этих. Как раз когда сучок вот взрывается, вот отлетают угли. Они даже по метра два бывает отлетают. Ну здесь как бы дерево упало, дорогу я как бы, так сказать, не выбирал. Вот. Знаете, так как-то непривычно даже
наблюдать огни, присутствие, как бы, ну, понимаешь, что присутствие людей, как бы, да, когда уезжаешь, вот по 20, по 25 километров бывает, вот я уезжаю вверх там или вниз, ну, уже как-то более-менее дико, а здесь вроде как будто бы и в лесу, но фонари вот эти, которые светятся, они немножко обламывают, что ли, вот этот кайф. Такие дела. Ну что, каждый час буду ходить, проверять, ребят. Зазвенит, естественно, зазвенит, а так будем ходить. Травы не особо много. Вот мелочь с вечера какая-то была. Но я думаю, сейчас она все успокоилась. Даже хотя бы одного небольшого, ребята. Ну, чисто так, знаете. Чтобы понять, что возле деревни Налим живет все-таки еще. Как-то так, ребятки. Ох. Тепло, хорошо. Ну и возле костра, ребят, ночевка такая, потом весь чумазый. Я помню, просыпаемся, ну все равно кто-то кемалит же там как-то что-то. Начинаешь мерзнуть, лезешь в костер, вот постоянно кто-то обжегся или спалил курку, сапог спалил. Ну вот, было такое. Весь чумазый, копченый, домой приезжаешь. Ночевка у костра, ну, в такое время уже, когда холодно. О, видите, я что вам сказал, ребята. Вот такой уголь отлетел. Пенка старая моя. Вот здесь вот можно подгореть, короче. Ладно, ждем.
Пикачки, ребята. Но они уже не те. Раньше, да, были реально вкусные. Хитрый соус все исправит. Майонез. Ой, да ладно. Кто-то, ребята, булькает. Я уже не верил в чудо. Непонятно. Скатиться не могло скатиться, конечно. Но может какая-то ветка. Что-то еле-еле. Но я услышал. Вон костровище у меня. Ничего не качает, ничего не знаю. Оп, попробуем. Ё-моё, нету никого. А поклевка была. Ну, хорошая поклевка была, ребята. Червя-то нету. Отцова совсем, блин. Выплюнул кто-то. Не знаю. Ну вообще. Все, сидел уже на крючке, по идее. Мимо. Мимо. Поклевка прям классная была, ребята. Я хопа, не понял, думаю. Такой, валяюсь. Костерок слушаю. Потом бам, опять. Ба-ба-ба-ба-бам, опять. Встал, фонарик. Ду-ду-ду-ду-ду-ду. Ну, скорее всего, не налим, ребят. Может, что-то такое другое. Время 12 час, 15 минут. Зараза, блин. Я-то думал, первенький. Фига. Не дает. Поклевочка, ребята. Поклевочка. А, кстати, хотел показать новиночку, ребят. Такая баночка появилась у меня. Ну, на зиму взял. Самое, что интересно, это 55 плюс. Фикс. Короче, точно не помню. То бишь 55, ребята, с половиной тысяч миллиампер. Вот, у меня есть 30-ка. Я обычно на Ромасе стоял. Вот. Ромас это 30-ка. Заезженный уже такой старый мой Powerbank. Но устают они. 20-ка у меня вообще что-то устала. Телефон заряжает, батарейки, все садится. И не дает такой энергии. А здесь вот, ребят, 30-ка, 800 грамм. Это 55. Вот. Такой шнурочек кожаный. 2 разъема. Ну и заряжать может Type-C и простой
тестирую, пока еще новые, 64%, надо ее посадить полностью. Вот. Ну, то, что удобно, то, что можно где-то подвесить в палатке и как бы подвесить фонарь, что-то еще такое. Потому что постоянно куда-то надо засунуть его. Вот. И, ну так, пока вроде меня устраивает. Зарядил телефон, было там 70%, сейчас 64%, то есть 6% телефон зарядил. Ну, не полностью, конечно, там 60% где-то. И самое что интересное, еще фонарь присутствует. Вот так, раз. Можно поставить встроенный фонарь такой. Что-то тоже где-то на Валберес, ребята, или там на Озоне супругу попросил. Оценки классные. Вот, если что, потом погоняю, ребят, скажу вам. А так Ромасов мой этот, ну ему уже до хрена лет, ребята. Он и морозился, и тонул уже там. 30-ка, 20-ка моя устала. Короче, вот у меня сейчас, мне просто интересно, 55 и 30-ка. Разница есть. И как бы, не знаю, как походит, конечно, но дай бог походит. Новенький, короче, баночка новенькая. Такие дела. Тогда пока меня устраивает. Пока видно, что свежий, заряжает хорошо. Телефончик заряжаю. Ну вот, да, 40% получается зарядил вообще легко. Кто-то воин. Здрасте, приехали. Угу. Еле-еле, душа в теле. Кто-то дергает, ребята. Посмотрим. Ну, походу засранец, ребят. Ну да. Карапуз. Карапузик, ой, какой толстый. Что себе наелся. Хи. Толстяк наелся, ребята. Ну что, небольшой. Отпустим домой. Это же деревенский, местный. Ребята. Оп, оп, тихо, тихо, тихо. Блин, реально, нифига себе толстый. Даже не могу его взять. Хи.
девочка. Давай на мой. Зеленый какой-то лягушка. Ух, наед ты какой, а. Все, пошел. Ну так они по дну, ребята, бродят, ищут что-то. Вон коса, кстати, идет, вдоль косы идет, блин. Зараза. Нормально, ничего там не навредил ему, ничего, все хорошо. Какой-то недовольный. Ну пузатый наелтый, блин, вообще. Хорошо так наелтый. Ладно, сейчас разберется. — 12 часов ночи. 2 звонка. Там, кстати, снизу где-то тоже звенит. Может, тоже налимчик подсел. Начали ползать мелкие хулиганы. Ну, сейчас еще свеженько поставим. Посмотрим. Ну вот, ребят, 2 поклевки. 12 часов ночи, 1 час уже. Один подсел, и тут звенел тоже. Обжмякал, короче. Ну, не более того. Ну, блин, такой пузатый попался, офигеть. Что-то съел лягушку кого-то или что. Живца, может, кого. Ну, короче, поймали мы местного хулигана. Тут, знаете, даже прикол в этом, а не в какой-то рыбалке. Понимание было, но охота было посмотреть. Теперь я понимаю, что делать здесь нечего, ребят. В деревне вообще никак. Кайфую. Тепло, кума. Закимарил даже маленько. А нормально. Пару часиков сижу еще. Чайку сейчас поставлю. Класс. Ну вот, размочили. Ну, есть налив, ребята, в деревне. Так получается. Маленькие ползают все равно. Он пузатый попался, они лежат прилипшие, походу, наелись, блин. Вот зараза. У нас сегодня 24 октября, ребята, время 12:30. Вот. Так что как-то так. Налим, короче, весь наедый. Ох ты! Вот я вот про что говорил, елка. О, все, коврик, дыра, ребята, смотрите. Махом. Ну а костюмчик так ивановский и на сезон не хватит. Елка, да, так аккуратно с елкой.
Ну что, ее нафиг не пилить, сушину. Лучше что-нибудь найти такое. Сосну. Она более ровная, без сучков. Макушка только наверху, а весь ствол-то чистый получается. И елка он долбит, блин. Сейчас вот так прикимарить, так сгоришь нафиг. Че, часик еще балдеем, ребят, тогда на деревню попрем. Я думаю, что делать. Попрем на деревню. Можно, конечно, и утра дождаться, но я что-то не знаю, как лучше сделать. От нуля ушли, по идее, ну все же. Не рыбалка это. Так. Отдых больше, пикничок. Сосисочки пожарил. Короче, ну на самом деле пикники есть, блин. Не, на налима рыбалка, ребята, это реально она как. Здесь все взаимодействовано. И рыбалка, и отдых какой-никакой. Вот только напрягают фонарики, вот то, что я вот вижу. А так как бы нормально. Ну и чё? Я думаю, соберемся мы все-таки в дальние края. Погода позволяет, съездим. Ох, елка долбит, а. Да ладно. Поклевка, ребята. Фонарик уже подсел. Ага, ну налимчик есть. Ну да. О, как качает. Ну, будем брать. А я уже спать чуть ли не прилег, ребята. Вот видите, и ночью какая-то движуха. Фонарик подсел, конечно, на турборежиме, полил его. Сейчас непонятно. Точнее, не видно вам. Слушайте, ребятки, нормальный налимец. Ну, хорошенький. Ну какой песчаник-то. Желтый. Смотрите, какой желтый, ребят. Этого на жарежку можно даже взять. Ништяк. Этого заберем. Блин, такой расцветка у него классная. Вообще. Это прям песчаный. На песке лежит, его даже хрен спалишь, ребята. Хей. Слушайте, грамм 800 такой. 700. Хей. Ну вот. А мы все жаловались, ребят. Все нормально. Все пучком. Ночью. Ой, фига себе. Какая-то рана у него.
Или крючок у него там внутри какой-то старый. Налимы с историей, короче. Такая изморозь поперла, ребят. Блин, валяюсь, балдею. Хоп, второй. Ночью. А я про то и говорил, что рыбалка, ребята, она не может быть такая, что ну не клюет. Стартануть домой. Второй час, 9 минут. В час ночи клюнул. А до этого сколько рыбалок было, таких поклевок не было вообще по налиму. У меня вообще никак. С 7 часов до 11 рыбалка вся была. А тут ночью. Ну это местные, деревенские, они по-своему разговаривают, как говорится. Ну классно, такой добрал, жаренка. Пакет, ребята. Нормально. Пожарить классно завтра будет. У меня как раз в субботу дочка в поход позвала с классом. Я там немножко ответственный буду. Вот. Ну, дочке пообещал. Вот. Надо свозить класс в поход. Но снимать не буду, ребят, потому что детей нельзя снимать. Особо так, без разрешения, без всякого вот этого. Тем более труд детей там. Ну, покажу немножко детишкам, скорее всего. Мастер-класс какой-нибудь, костерок. Вот. Возможно, налимчика вот этого пожарим. Там как-нибудь уху сварим с налима. Такие дела. Ух ты. Под фары, кстати, не ездил. Давно уже не ездил. Фара тут такая интересная. Луча особого нету. Ну ничего. Там аккуратно пару мест пройти надо и все. И будет нормально.
Ребят, всем доброе утро. 8 утра. Приехал. Шикарное утро. Такая туманность уже, ребят, вот после мороза, как морозы были, вот 2 дня стояли заморозки. И вот потепление, и вот туман такой с утра, прям вообще капитальный. Влажность, туман. Ну, дождя нету. Нормально. Хотя вчера вот поехал, ребят, до дома добрался и начал моросить дождик такой мелкий. В общем, в 3 где-то я приехал. Пока в баню сходил, пока туда-сюда, в 4. Ну, короче, вот 3 часика кимарнул. Но сегодня расслабляться не получится, дел очень много. Так что надо завершать рыбалку и заниматься делами. Не знаю, ребят, ничего пока не трясется, не дергается, но это и понятно. Так, у нас 2 налимчика. Крайний был в 12 ночи. В 2 я отсюда стартанул. Вот за 2 часа еще ни поклевок не было. Но вот получается с 2 до 8 утра, так скажем, да? Погнали. Так, ребят, ну что-то не вижу, что что-то качало бы, снесло. Там непонятно. Так, вчера попался вот на эту. Сегодня. Вчера в 12 вот на ту. В общем, вот эти крайние. С вечера было 2 поклевки, подтяжка на нее. Вот многие пишут: Андрюх, как ставить, куда ставить по налиму. Вот видите, ребят, от переката идет рябь. Не знаю, если как на камеру видно. И вот она здесь заканчивается. То бишь бровка какая-то, что-то такое. Вот. Ну и видите, после сразу вот этой ряби, как идет тишина. Здесь все поклевки были. В общем, по этой бровке налим как-то тут и переходил. Реку можно читать, в принципе, если не знаешь места. Вот. Хотя не знаю, может быть, если вот эту сторону брал, может, поклевок больше было. Не зря же здесь на фидере сидят именно вот здесь. Но опять же, как подъезжают, и так и выходят. Ладно. Проверяю, собираю. Так, немножко снесло, конечно, ее. Далеко я вчера уже ночью кинул. Ну ничего нету. Тина вот это. Как ее назвать? Так, немножко обжмяканная, но уже от воды, от холода белеть начинает. Вода холодная, кстати. И вот червь сам по себе потом начинает белеть, замерзать, так скажем. Ну что, друзья, все. Смотался, запаковался, выезжаю. Ну, как-то так. Так, немножко поностальгировал вчера, честное слово. Ну, поймал, ребята, поймал деревенского налима, так скажем. Ну вот, сейчас у нас вот такая рыбалка, ребята. А раньше было, да. Ну, как оно есть. Ну что, в общем, погода, ребят, позволяет. Заморосил дождь, но я имею в виду то, что впереди пока заморозков особых таких нету. То еще подвигаемся. Будем стоять до самого Талова. Ну и в целом, наверное, ребят, маханем мы на дальняк. Вот как раз потом и расценим. Ездил чуть подальше, сейчас стоял у деревни и поедем далеко.
И какая будет разница, ребят, по рыбалке. Все, давайте, берегите себя, ребят. Всем добра. Удачи. Ох, конь мой вороной грязный весь. Че помоем?